Ирландец угрожал убить ее и обвинял в супружеской неверности. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор всегда славился своим ярким поведением на грани фола. Ирландец не лез за словом в карман, позволяя себе скандалы, которые привлекали многомиллионную армию фанатов. Но в последнее время Конор превзошел самого себя. Удивительно, но в конфликте с Дастином Порье скандальный ирландец неожиданно начал атаковать супругу соперника, Джоли. И это действительно стало абсолютной неожиданностью. Конор ведет себя, как шестиклассник, который дергает за косички понравившуюся девочку. С чего бы это? Ведь раньше Макгрегор никогда не создавал себе имидж какого-то ловеласа, который в основу скандалов ставил женщин. Скорее наоборот, при всей своей одиозности Макгрегор всегда культивировал образ хорошего семьянина, позировал со своей возлюбленной и детьми. Девушка Конора Диди Лвин сопровождала ирландца практически всю сознательную жизнь, даже когда он был скромным сантехником. Макгрегор намекал на неверность Джоли и обозвал ее мужем в январе 2021 года. Макгрегор и Порье провели второй бой трилогии. Дастин одержал яркую победу, нокаутировав противника. Соперники уважительно отзывались друг о друге, Конор обещал пожертвовать $500 000 в благотворительный фонд. После боя Джоли зашла в помещение, где находился Макгрегор и члены его команды. Они мило пообщались, Конор поздравил Джоли с победой мужа, а та пожелала ему хорошей дороги домой. Все было действительно мило и даже слишком, зная скандалиста Макгрегора. Но затем ситуация перевернулась. Порье вскоре сообщил, что Конор перестал выходить на связь, а деньги так и не поступили на счет благотворительной организации. После этого Макгрегор дал понять, что сомневается в честности Дастина. Ирландец потребовал рассказать, на что конкретно пойдут эти деньги. Далее соперников уже было не остановить, но, конечно, именно Конор задавал тон трэш-току, повышая градус. К слову, Джоли Порье ведет на ежедневной основе дело благотворительного фонда Дастина. Возможно, именно в этом и кроется первопричина нападок на супругу американца. Полномасштабную атаку на Джоли Макгрегор начал за день до пресс-конференции. Конор выложил скриншот, исходя из которого супруга Дастина хотела написать ему сообщение в Инстаграм. При этом само сообщение не показано. На следующий день Макгрегор разразился настоящей тирадой. «Ты будешь бегать как собака в октагоне, ты, мелкая сучка. Я потанцую на твоей голове. Твоя жена – это мужик в семье. Ты, мелкая и глупая деревенщина». Дальше конфликт перерос в соцсети. Порье посмеялся над Макгрегором. «Твой трэш-ток такой же тонкий, как твои волосы сегодня. Вскоре увидимся, чемпион», – написал Порье в комментариях к посту Макгрегора. Да и Джоли Порье, скажем прямо, не является какой-то невероятной сердцеедкой с модельной внешностью и сумасшедшими формами, хоть и весьма миловидной и даже сексуально. Поэтому причина маниакальной зависимости Макгрегора совсем непонятна. «Твоя жена хочет увидеть волосы в моем паху, бро». «Никакого трэш-тока», — ответил Макгрегор, явно перейдя черту. К слову, Макгрегор в свое время пытался подеть и супругу Хабиба Нурмагомедова, но та попытка была просто невинной шалостью по сравнению с этой. Тогда ирландец посмеялся из-за паранджи женщины, сказав, что под полотенцем скрывается козел. Но по крайней мере, Конор не смел ставить под сомнение верность жены Хабиба. Похоже, что болтовня Макгрегора окончательно утомила Порье. После боя Дастин рвался к поверженному сопернику, а затем еще и назвал перелом ноги оппонента кармой. Но Конор не унимался, даже сидя с переломом ноги на настиле, он успел пригрозить Дастину и его жене. «Я убью вас, когда вы будете спать, тебя и твою миссис», — закричал ирландец. К слову, жена Дастина поднималась в тот вечер в октагон. Ответила на оскорбление Конора она вполне лаконично, показав обидчику средний палец. Прошлый временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье прокомментировать победу в бою с экс-чемпионом компании в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, а также высказался о оскорблениях, которые получил в свой адрес от Конора сразу после боя. «Конор говорил, что я унесут на носилках, а оказался на они сам. Слушай, Конор наговорил много грязи, которая даже не попала в эфир. Наверное, когда-то вы узнаете, что он сказал, когда сидел на земле. Но даже принимая во внимание весь это, я не жаждать аналогичной травм ни один человек. У этого парня есть дети. Я желаю, чтобы он возвратился к семье. Я молюсь перед любой бой, перед любой выходом в октагон. Я не прошу, чтобы Бог дал мне победу. Я прошу, чтобы оба мы вышли в здравии. Потому, что я знаю, что буду пытаться сделать сон, а он, со мной», — сказал Дастин.